Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. С кем по судьбе будет встреча, с кем будет свидание. Давайте посмотрим на ближайшие 2 недельки. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, цыпочка готова. Ой, целоваться будете. Ну, по крайней мере, вас будут пытаться поцеловать. Смотрите, губки вышли. Губки в вашу сторону. Ох, и встреча вас ждет. Здесь кто-то, кто очень сильно по вам соскучился. Вот прям соскучился, по-настоящему соскучился мужчина. Идет к вам навстречу, идет на ваш порог. Вы знаете, как будто бы специально он откуда-то едет, либо специально так планировал свой маршрут, чтобы обязательно к вам заехать. Для вас эта встреча тоже будет очень теплой, ну, может быть, где-то и неожиданной, но тем не менее. Прям на вас накинется с поцелуями, с объятиями. Вот что-то мне подсказывает, что у кого-то из девочек, вот вы тоже ждете эту встречу, вы тоже хотите увидеть этого мужчину, просто вы не рассчитываете на вот такую буйную, бурную и неудержимую реакцию, да, что он прям полезет целоваться, начнет вас там прижимать к себе, обнимать, из рук не выпускать. Но явно вы знаете этого человека, и явно вас что-то связывает, либо отношения, либо, возможно, симпатия, ну, интерес точно есть. Слушайте, прям очень сильно соскучился. Ой, прямо же, знаете, хоть на стенку лезь, прямо хоть вой от тоски по вам, да, мужчина тут прям, ни о чем думать не может, не концентрируется на работе. Все дела у него в подвижном таком состоянии. Вот все мечтает, представляет вашу встречу. Держите меня 7. Сейчас сорвусь и побегу. Вот не могу я без нее. Так скучаю, так соскучился. И знаете еще что? Тут волшебство, магия времени, да, магия расстояния. Видно, вы давно близко не общались, давно вы близко не виделись. И вот эта разлука вынужденная, либо, ну, так случилось, да, она очень сильно повлияла на мужчину. Прям сильнее, чем можно себе представить. То есть, возможно, он как-то так, знаете, несерьезно относился, либо поверхностно, либо не стремился к чему-то серьезному. А пережив вот эту вот разлуку, ой, у него такие метаморфозы произошли. Я же говорю, он ни на чем концентрироваться не может, ни о чем не может думать, кроме как о вас. Вот прям представляет, вы ему снитесь, вы ему являетесь. Ему даже кажется, что он чувствует запах ваших духов. А может быть, и не кажется, да, может, у него есть какая-то вещь ваша, которая вами пахнет, да, он прям принюхивается, внюхивается в нее. Так, а ну-ка, что это за красавец такой? Медведь. Ну, мужчина с таким достаточно сумбурным характером, человек немножко неуклюжий, неаккуратный, грубоватый, а также человек, который может сначала сказать, потом подумать, человек, который, ну вот как медведь, он неаккуратный, да, какой-то неаккуратный в отношениях, но при этом все-таки человек достойный, при всех его там недостатках, все-таки он человек достойный. Но вы бы плохого не выбрали, да, вы бы на плохого внимания не обратили. Так, у него какие-то прям серьезные дела в жизни, задачи, проблемы. Вот он там бегает, носится, пытается решить. Но из-за своего вот этого характера, да, у него как-то деньги в руках не держатся. Либо деньги из рук очень быстро утекают. Может быть, он куда-то уехал, да, деньги зарабатывать там, на вахту, либо по контракту. И все равно, вот сколько бы он ни работал, у него что-то деньги прям вообще как вода сквозь пальцы. А хочется, вот он амбициозный, ему хочется денежки, хочется, ну, достатка, да, хочется там прям блистать, сиять и, ну, комфортно себя чувствовать. Ну вот что-то есть.
Так, а ну-ка, что еще вот про него скажут? Что про него еще скажут? Учиться, говорят, ему надо. Как-то бестолково он живет, если честно. И поэтому и отношения, наверное, с вами не очень были. Да? Либо он вам ясности в отношениях не давал, либо в ваших глазах он какой-то не совсем надежный персонаж. Да? Вот как-то так вы думали про него. Ну, видите, разлука на благо пошла. Прям помогла, вы знаете. Вот он прям одумался. Это прям как током его пробивало, да? Что все-таки хочу стабильных отношений, хочу спокойных, гармоничных отношений, хочу стараться, хочу не доминировать, но хочу быть в партнерском союзе. Да? Кстати, да, он мог доминировать, либо всегда свои интересы ставил превыше ваших интересов. Может быть, даже иногда не считался с вашим мнением, с вашими чувствами, с вашими эмоциями. Ну, а теперь прям хочется вас на руках носить, холить, лелеять, баловать, нежиться с вами хочется. Ну, как бы молодец, что поменялся, молодец, что хоть что-то до него дошло. Конечно, еще работа непочатый край, и вам еще, если вот вы вместе, либо вы пара, либо будете парой, то очень много предстоит всего преодолеть, особенно с его стороны, да, вот его характер, его нормы поведения, его отношение к жизни, к деньгам, к вам, да, там есть над чем работать, и работы очень много. Ну, если он вам нравится, если сердце откликается на него, почему бы и нет? Вы женщина умная, вы и не с таким справлялись, да, я думаю, что все получится и все будет замечательно. Очень сильно соскучился, очень сильно. Ну вот прям стремится, что-то, может быть, не получается, может, его там не отпускают, да, там с работы не отпускают, либо где он находится, да, вот нужно какие-то дни дождаться, чтобы это увольнение, либо отпуск получить. А у кого-то отыграется, что вообще вы в разных локациях, да, проживаете, и там визу нужно получать, либо какие-то документы оформлять. Ну, есть над чем заморочиться. Он вот как раз этим занимается и мечтает только лишь вот увидеть вас и вот с поцелуями к вам кинуться. Девочки, у кого-то еще может отыграться, что мужчина, возможно, и не свободный, да? Ну, как бы понятно, что это ваше дело, и здесь просто мы просматриваем информацию. Смотрите, если не свободный, то, ну, я не знаю, что у него там в доме, да, ради чего он там живет, но все мысли только лишь от вас. И чем дольше он без вас, чем дальше он от вас, тем сильнее именно хочется вас. Сердце требует вас, душа требует вас. И, возможно, ну вот что-то решится, да, мужчина пойдет на какие-то решительные шаги и не отпустит вас, да, сам не захочет уходить, скажет: все, я не могу, я не вернусь. Вот ты моя, я твой, и вот будем вместе. Если вы там в интернете встречаетесь, общаетесь, там познакомились, поддерживаете связь, то мужчина прям радикально будет очень сильно настаивать на том, чтобы вы с ним вместе поехали и все уже были как пара, чтобы оформляли отношения, чтобы вот этого не было, да, гостевого брака, либо гостевых этих отношений. А если мужчина уже ваш муж, либо ваш парень, то вы знаете, скорее всего, он больше не захочет уезжать, так и скажет: я буду лучше на 2, на 3 работах работать, но мы будем рядом, мы будем вместе. Больше я никуда от тебя не уеду. Здесь не про ревность дело, здесь именно про то, что ему катастрофически вас не хватает. Вы для него как опора. Вот как хотите. Может, он вам говорит обратное, либо говорил обратное, но вы для него жизненная опора. Вы тот свет, который его ведет. Когда он не рядом с вами, он как этот слепец в темноте бродит, на все натыкается. Когда с вами, у него прям и видение открывается, и возможности, кстати, идут. И если бы он еще вас слушал, так вообще все идеально было. Он будет вас целовать, обнимать и целовать вас будет. Дальше, мои хорошие, вот здесь показывают новое знакомство. Знакомство с достаточно интересным, интеллигентным человеком. Человек, возможно, старшего возраста, успешный, состоявшийся, состоятельный, ну, прям образец. Образец, а не мужчина. Вас какая-то женщина познакомит, либо какая-то женщина вас к нему направит. Ну, допустим, как к специалисту. Допустим, он доктор хороший, да, узкоспециализированный. И вас к нему направляют и говорят: вот
хороший специалист, запишись, сходи, не пожалеешь. Вы придете, пообщаетесь, познакомитесь. Как профессионал, ну вообще, знаете, вот небо и земля, да. Как мужчина, он сразу вам не раскроется. Ну, как бы да. Но я вам наперед скажу, что как мужчина просто идеальный. Вот редкий тип мужчины, настоящий мужик называется. Тот, который никогда женщину не обидит. Вот никогда. У него есть кодекс чести, у него есть понятие, у него хорошее воспитание. Возможно, кстати, с мамой, с бабушкой жил. То есть женщину он любит, он уважает женщину, он очень бережно относится к женщинам. Да вы это и сами почувствуете, вот, когда начнете с ним общаться. Вот так понимающе смотрит, так вот он правильно рассуждает, он делает паузы, он никоим образом, там, ни словом, ни взглядом, никак, ни косо, ни криво не смотрит на вас. То есть вообще душа отдыхает с таким человеком. Смотрите, у вас какие-то профессиональные отношения, ну, либо деловые. Ну, как бы почему-то мне идет, что все-таки доктор. Ну, может, и не доктор, да, может, другой специалист. Вот. Вы его как мужчину не будете рассматривать, а он сразу залипнет на вас как на женщину. Но, опять же, не покажет. Он не покажет. Особенно если он, например, он там узнает, либо спросит у вас по поводу вашего семейного положения, и вы скажете, что вот парень есть, либо муж есть, то он такой раз и сразу все, границы, и ни словом, ни делом никак даже не намекнет. Вот прям стена, да, получается. Но сердцу-то не прикажешь, вы ему сразу понравитесь, с первого взгляда понравитесь. И я вот вижу, что в этих отношениях профессиональных либо деловых этот мужчина будет очень сильно стараться. Стараться так, чтобы вам было хорошо и приятно. Если он там доктор, да, он будет лечить вас по самым высоким стандартам, да еще и постоянно будет интересоваться там ходом процесса, результативностью, что у вас там по самочувствию. Ну, немножечко он тут за рамки будет выходить, да, отношений между пациентом и лечащим доктором. Если он какой-то другой специалист, ну вот прям почувствуете, что человек сильно старается. Но вы будете это все списывать на его профессионализм. То есть вам и в голову не придет, что вы ему как женщина нравитесь. Вы на него посмотрите и скажете, да у него там женщин целые вагоны, маленькая тележка, там 100% он от одиночества не страдает. Но он, в принципе, и не страдает, да. Он больше, знаете, вот наука, книги, там что-то изучать, где-то быть, какое-то хобби у него. Это не тот мужчина, который по девкам бегает. Нет, абсолютно нет. Ему, возможно, наука, там, путешествия, вот это ближе. И без чувства этот мужчина навряд ли как-то может реализовать свои потребности. Ну, как бы оно как процесс, да, неинтересно, никак не прилипает, да. Вот мне идет, что он достаточно такой вот как отшельник, да, живет как отшельник, но жизнь у него богатая, ну, в плане там на всякие события, на мероприятия, не скучает, да, он не скучает, у него всегда есть чем заняться. В общем, он в вас влюбится с первого взгляда, но показывать этого не будет, проявлять он этого тоже не будет. Вот. И если он узнает, что вы девушка свободная, сначала дело, потом все остальное. То есть, если это доктор, он вас сначала вылечит, а потом начнет за вами ухаживать. Либо если это юрист, сначала он там выиграет дело для вас, потом начнет за вами ухаживать. Это вот именно так будет. Пока дело не закончено, он даже не намекнет. Вот просто не намекнет. И вы будете думать, ой, какой респектабельный мужчина, да, как он держится, да, вот какой он. Прям каждый раз будете удивляться, когда с ним будете общаться. От него пахнет приятно, весь с иголочки одет, там наглаженный, надухаренный такой весь, невероятно обходительный, прям джентльмен. Ну, загляденье, а не мужчина. Вот. Почему не будете думать о нем как о мужчине, я уже сказала, да, потому что, скорее всего, так сразу себе отметите, что красавчик, у него, наверное, там куча женщин. Либо, что вот он так себя сдержанно ведет, ну, мало ли, может, он не той ориентации. Ну, кто-то из вас точно так подумает. Ну, как бы, а это нормально, да, это нормально. Почему? Сплошь и рядом, да. Плюс очень там и маникюр у него, и все, что хочешь, да, и кожа нежная. Прям ухаживает за собой, ухоженный мужчина. Так, знакомство произойдет, да, и будете с этим человеком взаимодействовать. И еще, мои хорошие, вот у кого-то из вас именно с этим мужчиной в течение 3 лет
может случиться какой-то безумный роман со свадьбой. Вот свадьба показана. Со свадьбой, да. Роман так быстро закрутится, и так быстро вы в брачные отношения войдете, что вы даже опомниться не успеете. Срок до 3 лет. Да? До 3 лет. Даже если сейчас вы с кем-то другим, вот у кого-то, не у всех, да, возможно, пару девчонок, да, вот так случится, что за 3 года вы от клиента либо пациента до этого специалиста, доктора дойдете до мужа и жены. Вот когда это произойдет, не могу сказать, ну, все-таки общее, да, но у кого-то, вот видите, все свадьбой закончится. Причем свадьба такой счастливой, да, счастливыми отношениями, там и страсть, и любовь, и уважение, все будет. Но главное, достаток будет, да, вот прям очень важно показали. Так, и еще у вас одна встреча идет, но вот эта встреча, она такая не совсем желательная, потому что вы встретите, возможно, кого-то, кого прям совсем видеть не хотите. А человек придет весь какой-то облезлый, замученный, как этот шут гороховый, ни рожи, ни кожи, очень сильно истаскался. Человек, которого, может, и не сразу узнаете, как узнаете, прям побрезгуете. Возможно, да, какой-то бывший, либо человек, который в свое время позволил себе, ну, вот, обидеть вас, да, сильно обидеть. Ну вот тут вам прям судьба говорит: смотри, вот видишь, что бывает с теми, кто тебя обижает. Ты переживала, да? Смотри, как живет сейчас этот человек. Может, вы его где-нибудь там увидите, где-нибудь там, не знаю, возле пивной, да, либо где-то под забором будет сидеть, либо где-нибудь там у метро, да, ну, там побираться. Ну, вот как-то, знаете, больше идет на то, что случайная встреча, да, случайная, незапланированная. Ну, понятно, что ему не хочется в таком виде показываться, потому что ему вообще уже ничего не хочется. Вы не ищете встречи, но судьба как будто бы покажет. Вот скажет: видишь, что произошло? Видишь, до чего докатился, да, до какой жизни дошел? Вот ему как бы по справедливости. Вот заработал себе, и как бы туда ему и дорога. Очень сильно опустился человек, и я так понимаю, что уже не поднимется. Ну, в позе этого орангутана, да, и руки по земле волочатся, и ноги босые. Как-то прям сильно будет плохо выглядеть. Я не могу сказать, что вы там обрадуетесь, либо там вы начнете сочувствовать. Просто, да, вот такой вывод, что вот ты меня обидел, и дошел до жизни такой. Вот прям как уловить то, что вам судьба пытается сказать. Ну, в принципе, да, не надо было так себя вести. Не надо вообще женщин обижать, особенно таких, как вы. Возможно, он так и ничего не понял. Возможно, наоборот, понял, но уже ничего исправить не может. Ну, вот как-то так увидеть. Ну, еще потом долго будете об этом думать, в себя приходить, да, вот. Как это все мерзко и ужасно выглядит. Ну, как-то так. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.